Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Вам сообщение. Давайте посмотрим, кто отправляет вам сообщение и что в этом сообщении. Ни о ком не думайте. Важное и нужное сообщение найдет вас само. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Тут не одно сообщение от разных людей. От разных людей разные сообщения. Ну, давайте пойдем по порядку. Смотрите, вот здесь показывают мужчину. Мужчина, который далеко от вас находится и в каких-то очень стесненных условиях. Тяжело, плохо, страшно, много работы, много забот. Мужчина как будто бы действительно много работает. Всю свою энергию, все свои силы положил на зарабатывание денег. Он где-то далеко от вас, день и ночь работает, денежку зарабатывает, откладывает, собирает. И он буквально, как работает для вас, либо для вашего совместного будущего. Этот мужчина говорит, что вот я заработаю, я вернусь, ты меня дождись, и вот мы с тобой счастливые. Вот видите, пара мужчина и женщина счастливые. Вот мы исполним наши мечты. Может, он на квартиру зарабатывает, а может, на машину, а может быть, на дом, да, на какую-то безбедную жизнь. Вот он говорит, ты меня, главное, дождись, чтобы я у тебя был только один. Видите, единичку нарисовал вам. А ты у меня тоже только лишь одна. Я приеду с деньгами, и мы исполним все наши мечты. Возможно, это ваш парень, либо муж, кто сейчас на службе, либо на работе, может, вахтой работает, может, вообще моряк. И вот очень по вам скучает и очень переживает, чтобы вы его дождались, и чтобы он у вас был все-таки один. Потому что вы у него одна и единственная, да, вот никто ему другой не нужен. Здесь именно, знаете, какой-то любовный посыл, что ты дождись, мне тяжело, но я справляюсь, я все вынесу, я деньги заработаю, я вернусь. И вот мы исполним мечты. О чем мы там с ним мечтали? Либо что он там вам обещал. Вот он этим живет, он над этим работает, он старается для этого. Ему очень тяжело. Возможно, вот если вы общаетесь там по телефону, может, в переписке, он не говорит вам всего, он не рассказывает вам о той борьбе, ежедневной борьбе, которую он осуществляет ради достижения этой цели. То есть, возможно, там жесткая конкуренция, возможно, там какие-то невыносимые скотские условия. Возможно, он и больной на работу ходит, да, у него нет возможности взять больничный, либо он специально не берет больничный, чтобы все-таки больше заработать. Не меньше заработать, не потерять в деньгах, а наоборот больше было денег. И, возможно, если бы не вы, то он бы на эту работу не согласился, да, он бы работой этой не стал заниматься, потому что там реально какая-то каторга. Там каждый день как хождение по мукам идет, да, вот как 7 кругов ада проходит. Вот такой рабочий день у него. Ну, даже там день за 10 считается, да. Очень вредная, тяжелая работа. Но он деньги зарабатывает, он деньги копит. И вот для него это цель – заработать деньги, чтобы вернуться к вам и исполнить ваши совместные мечты. Молодец, хороший такой, серьезный, да, мужчина. У кого-то еще из вас может отыграться, что мужчина... возможно, да, вы и не были особо вместе, но вот вы о чем-то мечтаете, либо вам какая-то сумма денег нужна, а у него, например, не было. И вот он уехал куда-то, чтобы заработать эти деньги, чтобы привезти их вам, чтобы отдать их вам, и чтобы вот мечты исполнились. Его мечта быть с вами, а ваша мечта, там, эти деньги получить, то, что вам нужно оплатить. Такой прям серьезный. Вот если бы не вы, он бы, наверное, и не выжил бы там.
А вот мысли о вас, они его как теплым одеялом укрывают, они как будто бы такой вот волшебный эликсир, который придает ему силы и позволяет не замечать, либо мириться с теми трудностями, которые вот сейчас выпали на его пути. Ему очень тяжело, прям очень-очень. Но у кого-то, да, действительно парень, либо муж вахтой работает, может, на службе где-то, либо вот, моряк, кто... Да, скорее всего, моряк у кого-то. Тяжело, очень тяжелые условия. Но он вам об этом не говорит, да, чтобы вы не расстраивались, чтобы вы не переживали. Но вот бережет, да, бережет вашу нервную систему. Любит вас, девочки. Он видит только вас своей женщиной. Смысл жизни, его смысл жизни – это вы. Как-то так мне идет. Вы его смысл жизни. Будьте с ним подобрее, это придаст ему больше сил. Либо, если вы не совсем понимаете, о ком речь, то будет вам сюрприз. Когда этот мужчина вернется с деньгами, придет к вам, это будет для вас сюрпризом. Может быть, да, вот еще для кого-то информация, что вы этого мужчину не выбрали, потому что у него никаких перспектив не было, и он не смог бы вам обеспечить более-менее достойную жизнь. И мужчина вот решил все изменить, да, он записался на какую-то работу, уехал, тяжело и много работает, чтобы заработать денег, чтобы приехать к вам и доказать вам, что он вас достоин и что вы с ним будете жить и ни в чем не будете нуждаться. Да, вот как-то так еще мне идет информация. Да, для кого-то сюрприз, но для кого-то ваш любимый родной человек, который вам вот передает такое сообщение. Дождись, пусть я буду у тебя один, ты у меня одна. Чтобы вы себе кого-то другого не нашли. Переживает, очень переживает. И жизнь у него очень тяжелая. Дальше, мои хорошие, здесь еще один мужчина показан. Мужчина, с которым вы реально давно не виделись, и мужчина, которого вы вообще видеть не хотите. Мужчина, который был причиной вашего удара. Мужчина, который мог вас очень сильно обидеть. Мужчина, в котором вы очень сильно нуждались, а этот мужчина мог вообще как-то поступить как нарцисс, как эгоист, отвернуться, вообще как-то, знаете, умыть руки. Смотрите, этот мужчина, он очень плохим характером обладает. И этот мужчина, он никак не создан для отношений и семейной жизни. Но себя этот мужчина считает прям подарком судьбы. Ого-го, каким мужиком и радостью для женщин. Вот так он себя считает. И, знаете, он вам буквально в сообщении говорит, что то, что мы расстались, это все из-за тебя, потому что у тебя стервозный характер, потому что ты такая упрямая, потому что ты в себя влюбленная. Вот то, что он страдал, да, он все на вас перекинул, и вас же в этом обвинил, что это не я такой, а это ты такая. И я до сих пор тебе даю шанс. Вот если придешь, как приползешь на коленях, я тебя смогу простить, да, я смогу тебя назад принять, но я ждать долго не буду, и так много времени прошло, а я все жду, а ты не приходишь. То есть хватит выкаблучиваться, что ты там из себя строишь, да, твое как место женское, да, но твоя доля женская, она, такая есть, да, ты должна мужчине служить, в общем, какие-то такие гадости несет. И опять же, смотрите, он в какой-то превосходной степени, да, выше, чем другие, а вы прям должны на коленях рядом с ним у его ног стоять. Вот. На таких условиях этот мужчина согласен вас принять назад. Этот мужчина согласен подумать и принять решение по поводу вас. То есть он говорит, да, времени много прошло, мы расстались из-за тебя, из-за твоего дурного характера, но я до сих пор тебя жду. И если ты приползешь, если ты там покаешься, прощения попросишь, я, возможно, так и быть, да, с барского плеча тебя прощу. Представляете, какой наглый типок? Я вот смотрю, глазам своим не верю. Но надо же, как вас угораздило с таким мужиком связаться. Да, он очаровашка, он умеет быть очаровательным. Но характер просто поганый. Вот с таким характером я даже не знаю, кто с ним жить будет. Тут, даже самая глупая женщина такого не вытерпит, не потерпит к себе отношения, обращения. Тут даже за деньги с ним никто жить не будет, потому что он реально какой-то вот унижает людей. Не нравится мне этот мужчина, не нравится. И вот это его, значит, ты приползи, а я подумаю, и, возможно, я тебя прощу. Знаете, я даже хочу посмотреть на его будущее.
Потому что он такой какой-то, знаете, холодный, голодный, как какой-то шелудивый пес, да, его отовсюду гонят, он ни с кем не уживается. Даже если он там со своими родственниками жил, там, с родителями, там уже как поругался со всеми, разругался. У него там уже и друзей не осталось, и на работе он, скорее всего, под зад ногой получил. Там его все ненавидят. Ну, вот ужасный характер, такой мерзкий человек, мерзопакостный человек. И вот он вам еще такие послания шлет. Я просто хочу посмотреть на его будущее. И вообще, как вас угораздило с этим мужиком связаться? Скажите мне, пожалуйста. Но вот ваша удача, это ваш счастливый случай, что вы наконец-таки с ним расстались. Девочки, ни в коем случае, ни в коем, даже не думайте о нем. Это вам крупно повезло, что вы смогли с ним расстаться, что эти чувства, эти отношения были похоронены. Ой, чувствую, что он бы вас довел до белого околения. Угу. А на мужчине на этом порча. Да. Его плохой характер, его эти амбиции, замашки – это результат порчи. Порча. Женщина порчу от обиды на него наложила. От обиды, да. Всю судьбу ему перечеркнула. Вообще он нормальным человеком должен быть. Он родился нормальным. Какая-то женщина ему жизнь испортила. Ну, видно, заслужила, раз испортила, да. Видно, заслужил. Порча вообще не ложится на людей, у которых, ну, все хорошо, да, у которых нет грехов, у которых нет каких-то вот криминальных наклонностей, либо, ну, отработок прошлых каких-то, да, ситуаций. Ах, понятно. Ой, понятно. Очень тяжелое у него будущее. Он пустой человек, абсолютно пустой. Знаете, как этот цветок, который семена не оставляет. Вот. Как сухостой даже какой-то мне идет. Очень тяжелое у него будущее. И будучи... Почему он так себя ведет? Да? Потому что на нем порча есть. Если бы вы были с ним, вы бы, конечно, с ним эту порчу разделили. Порча делится. Да? Он бы на вас сбрасывал, и вам бы было плохо. И он бы дальше продолжал свою эту линию гнуть, гнобить вас. И непонятно бы вообще, чем это закончилось. Плохой человек, плохая энергетика, и слава Богу, что вы не вместе. Слава Богу, что вас от него отвели. Ну, либо вы в какой-то момент очнулись и от него сбежали. Но вижу, что притянул он вас, он притянул. Причем, вот почему-то мне идет, что он очень очаровательным может быть. Умеет понравиться, умеет втереться в доверие. А как только жертва попала в его грязные руки, он начинает вот эту вот свою шарманку включать, да? Ну, показывать свое настоящее лицо. Ну, так что, девочки, имейте в виду, если готовы ползти, то он подумает, просить вас или нет. Но он вас ждет. Он до сих пор вас ждет, и он дал вам время. Да, еще какое-то время дал. Может, время уже первое вышло, может, и второе вышло. Это уже, наверное, третье он вам время дает. И типа он такой: я жду, да, я жду. Иначе пожалеешь. Иначе потом не приму, не прощу. Ну, ужасный человек. Все, сиди, жди дальше. У моря погода жди. Дальше. Вот здесь женщину показывают. Женщина, которая... Женщина, которая хотела бы с вами чем-то поделиться, что-то вам рассказать, на что-то открыть глаза. То ли у нее в руках какая-то важная информация, то ли она, ну, возможно, про себя что-то хотела бы рассказать, да, может, она чего-то там смогла добиться, получить, а теперь она вас хочет научить. Это либо какая-то подруга, либо коллега, ну, может быть, и родственница. Почему-то вот информация, ее нельзя написать, ее нельзя по телефону сказать, что типа только с глазу на глаз, да, лично нужно пообщаться. Какая-то такая у нее информация. Горячая информация, важная. Там целая у нее курица в руках.
То есть, ну да, какие-то возможности, и возможности, я так понимаю, неплохие. Вы знаете, у вас будет встреча с этой женщиной буквально вот, ну, на днях, да, может и сегодня у кого-то будет. Она прибежит к вам, придет, ну, либо позовет вас в какое-то место встретиться для того, чтобы вот все это обсудить. У кого на работе, да, знакомая, то вот завтра пойдете на работу, и там вы все это обсудите, поговорите в укромном местечке, чтобы никто не увидел и не услышал. Эта женщина к вам хорошо относится, вы в ее сердце находитесь, она действительно вас любит, она считает вас прекрасной подругой, либо замечательной родственницей. Вы прям, ну, как родной человек идете, да, родной человек, кем она дорожит, и о вас она даже заботится, да, заботу вижу. Да, так что будет у вас разговор, эта женщина вам все расскажет, но с глазу на глаз. Ну, потому что по-другому, наверное, нельзя, да, либо чтобы никто не увидел, там, не услышал, случайно не узнал, не разнес дальше. Так, еще вам сообщение. Ну, тут похоже на какого-то несвободного человека. Да, человек не свободен, женат, дети, у кого-то даже внуки, возможно, есть. Этот человек не может к вам проявиться, либо вы заблокировали этого человека, либо, в принципе, да, у вас нет отношения, чтобы он проявлялся. Этот человек называет вас музой, да, вы его муза. То есть очень похоже на тайного поклонника. Либо на поклонника, которого вы отшили, да, вот прям запретили к себе подходить, потому что узнали, что он женат. И так ему и сказали, что вот будешь свободен, тогда и приходи. Вот. Но у кого-то действительно тайный поклонник, вы ни сном, ни духом, что у этого мужчины к вам чувства. Но он называет вас музой. То есть, возможно, он какой-то художник, либо он поэт, либо он такой творческий человек, и он действительно вдохновляется. Может быть, он там дома сидит, эти портреты ваши пишет. Может быть, он на работу ходит только лишь потому, что когда он идет на работу, он может вас увидеть, либо на работе может вас увидеть. Как-то так, вы его муза. Муза. Ничего в жизни своей он менять и не хочет, и не может. И, наверное, ключевое здесь не может. Может и хочет, но не может. Вот. При этом вы его отдушина, вы та маленькая радость, которая есть в его жизни, которая согревает его сердечко. Он очень много о вас мечтает, он очень часто вас представляет и очень часто за вами наблюдает. Вот почему-то, мне кажется, либо где-то рядом живет, либо вы вместе работаете, ну, либо вы там ходите по делам, заходите там, где он работает, может, мимо проходите, да, он видит вас. Ну, вот у человека к вам очень теплое чувство, оно, конечно, не разделенное, это чувство, но с другой стороны его и это радует, да. Слава Богу, что хоть это есть, какая-то жизнь у него, знаете, очень тяжелая, он никогда ничего хорошего в жизни не видел, всегда вот работал много и интересами других людей жил, допустим, там родителям помогал, потом женился, там жена, ее семья на его плечи упала. Там дети, опять же таки, да. То есть как-то у него прям, ну, тяжело. Тяжело, жизнь как-то не очень складно сложилась. Но с другой стороны, он благодарен небесам за то, что он вас увидел, за то, что вот он смог в вас влюбиться, да. Даже если вы вот взаимностью не отвечаете, все равно он к вам тянется, у него чувство к вам есть. Такой вот прям знак. Сообщение, то, что вы его муза. Сообщение, что вы красавица, что вы идеальная, что вы какая-то вот как ожившая богиня, либо богиня, которая спустилась на грешную землю. Он действительно как-то вас боготворит. Вот. Ничего не просит, ничего не ждет, желает вам крепкого здоровья. Мне кажется, что он даже за вас, наверное, не знаю, молится, либо там, не знаю, свечки ставит, что-то делает, да, чтобы у вас все хорошо было, чтобы вы процветали, чтобы его радовали своей красотой. Он такой, знаете, может, стихи пишет, там, вам посвящает. Еще вот мне кажется, что этот мужчина, вот какой-то праздник, может, у вас день рождения, может быть, какой-то другой праздник, 8 марта, допустим, будет, да, он может вам подкинуть какой-то подарочек.
ну, анонимно, да, подкинуть подарочек, либо цветочки подкинуть. Ну, что-то может подкинуть, он об этом думает. Пойдет он на это или нет, я не могу сказать. Но то, что он об этом думает, это есть, да. Как-то хоть чем-нибудь себя выразить, да, вот что-то вам подарить, как-то вам приятно сделать, да, пусть даже анонимно, но тем не менее. Вот думает об этом. Если получите цветы на свой день рождения от анонима, либо там на 8 марта, ничему не удивляйтесь, это ваш тайный поклонник проявляется. Проявляется именно цветами. Да, может оказать. Он знает, где вы живете. Ну, либо для него не проблема узнать, где вы живете. Да, так что может и цветочки вам подарить. Так, еще одно сообщение от кого-то из ваших родственников. Ваши родственники на вас очень сильно надеются. Может быть, ну, какая-то ситуация происходит, может быть, помощь нужна, может, вы уже помогаете. Но ваши родственники на вас надеются. Они видят в вас силу, видят в вас мощь, видят то, что вы можете, да, можете больше, чем другие могут. И очень надеются на вас, на то, что вы их не оставите, на то, что будете дальше им помогать, либо там, ну, сохранится хорошее, теплое общение, что там обижаться не будете, например. Здесь вот именно страх, наверное, вас потерять, либо страх вас обидеть. Ваши родственники вас любят, и вы им очень и очень нужна. Да? Прям переживают, да, переживают, чтобы вы там случайно не обиделись на них и не оставили их. Ну, не знаю, они у вас то ли нуждаются в помощи, то ли в каком-то бедственном положении находятся, и вы очень много для них делаете. Кстати, очень часто они о вас с кем-то говорят и прям нарадоваться не могут, нахвалиться не могут, да, вот какая вы замечательная, и как много вы им помогаете, как вы их не оставляете. Это тоже вы должны знать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.